В эфире национального телеканала прошла первая в этом году программа «Диалог с народом». На протяжении 3 часов глава республики Юнусбек Евкуров отвечал на вопросы жителей. Их в общей сложности поступило несколько сотен. Озвучено в прямом эфире было порядка 60. Темы обращений самые разные. По-прежнему актуальной остается социальная сфера. Детально о ходе программы расскажет Зарима Евлоева. Открыли программу вопросы, касающиеся общероссийских важных событий. Это, конечно, выборы президента страны и безоговорочная победа Владимира Путина. Глава государства в день своей инаугурации подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Глава Ингушетии рассказал о том, какие задачи поставлены перед ним и правительством по реализации данного документа у нас в регионе. 12 национальных проектов в рамках майского указа. Выделяется довольно серьезные средства, почти 1,5 триллиона рублей на выполнение вот этих национальных проектов. Там и образование, и здравоохранение, и другие сферы деятельности. Вообще вся сфера деятельности жизни человека непосредственно. Мы в этих проектах участвуем по всем направлениям, и правительство уже имеет эту задачу. Именно выделить те проблемные направления, и эти проблемные направления защитить в профильных министерствах федеральных. И потом с этим предложением уже непосредственно выйти на то, чтобы ежегодно до 2024 года получать помощь, в том числе федерального центра, использовать местный бюджет для того, чтобы выполнить эти задачи. Ключевыми задачами, помимо решения социальных проблем, а если брать здравоохранение, это мы довольно серьезно с помощью федерального центра шагнули вперед. Но, тем не менее, у нас не хватает ряда направлений. Это многопрофильная больница, которая обязательно должна быть. Это психоневрологический диспансер. Это Судженская больница, но мы ее уже в этом году начинаем строить. Она уже в программе есть. Это будут новые корпуса 4-этажные. И, буквально я на днях проверил место, где это будет, и великолепно там будет все обустроено. Но при этом Малгобекская районная больница и Карамбулакская больница. То есть вот это, помимо этого, ряд направлений. Это дооснащение онкодиспансера, дооснащение детской больницы республиканской и других медицинских учреждений. То есть если брать ФАПы, построить там машину, карету скорой помощи, но фундаментально вот эти направления. Если мы это делаем, то на период как минимум на 20-30 лет мы задачу решаем по медицинскому обеспечению населения именно инфраструктурой. А с учетом нового оборудования поступаешь, это уже замена старого на новое, это будет уже постоянно. Это раз. Если брать здравоохранение, здесь мы с вами должны понимать, что мы должны выполнить майский указ президента еще предыдущий по 100% обеспечению дошкольными учреждениями. А сейчас еще новая задача – это и ясельными группами. То есть если у нас задача стала с 3 до 7 лет, то теперь с 2 до 3 лет, в том числе и ясельными группами. И здесь эта задача, все это расписано. Вчера мы коррективы вносили, сколько нам нужно дошкольных учреждений и сколько надо ясельных групп, чтобы эту задачу выполнить. Также школы, это реконструкция старых школ, строительство новых, не допустить трехсменки. Также и другие проекты, направления по линии Минобразования. В Ингушетии строятся и введены в эксплуатацию социальные объекты – школы, детские сады, больницы. В реализации этих задач большую поддержку республике оказывает федеральный центр. Но за последний промежуток времени в правительстве России произошли кадровые перестановки. Скажутся ли они на дальнейшем развитии Ингушетии, поинтересовались у главы республики. Независимо новые лица или старые лица, аппарат правительства Российской Федерации работает жестко в уже выстроенном схеме и режиме. Это раз. Второе, все так называемые новые лица, они в свое время уже занимали определенные должности. Та же Татьяна Алексеевна Голикова, я, если помните, как-то говорил, что тому человеку, кто внедрил и добился программы модернизации здравоохранения, надо было ставить памятник. Да? Благодаря этой программе мы буквально за короткое время, мы и страна, обновили современное оборудование, аппаратуру и текущим ремонтом все наши лечебные учреждения.
Вот это как раз за этим законопроектом и за этой программой стояла Татьяна Алексеевна Голикова. То есть она не старый человек, не новый человек в правительстве, это человек, который уже прошел этапы. Поэтому, конечно, от всех мы ожидаем помощи и получим помощь, в этом нет сомнений. И никакого сбоя в взаимодействии, в работе здесь не будет. Свои вопросы могли задать также и гости программы. Во время эфира к Юнусбеку Евкурову обратились ингушские волонтеры. У меня такой вопрос. Вот планируется ли ведение секции по новым направлениям, то есть в развитии спорта? Да, планируется, конечно. Я должен сказать, что у нас не было вообще понятия хоккей. Но сегодня ребята хорошо играют, хорошие тренеры, и я уверен, что у наших хоккеистов есть большое будущее. Но опять же мы планируем, мы создали более 17 федераций. Единственная проблема сегодня, и вчера, и позавчера, это в том, что бюджет республики дотационный, и мы не можем содержать спортивные секции, спортивные команды. И здесь надо, конечно, президентам федерации максимально проявлять инициативу, выходить на тех наших земляков, кто есть возможности и средства поддерживать команды. Мы уже ряд таких примеров уже есть. Там, например, тот же Галаев Асап создал там бойцовский клуб «Ескар». Поддерживает, финансирует. Тот же Башир Куштов создал борцовский клуб «Кушт». То есть есть возможности людей. И, конечно, нам надо шире распространять эту практику. И должны быть наши меценаты, спонсоры, которые поддерживали наш спорт. Одним из жителей республики была затронута тема о митинге, состоявшемся в Магасе во время месяца Рамадан. Это была несанкционированная акция, все участники были задержаны и оштрафованы. Однако после своего освобождения инициаторы митинга начали распространять информацию о неправомерности действий органов правопорядка. Посмотрите, кто организаторы вот этих там типа всенародных в кавычках там выборов. Слушайте, это же вчерашние всенародно так называемые выбранные, которые были на должностях, и которые провалили по своим направлениям все, что можно, которые распродали все, что можно. Это одно. Второе, да, я тоже сказал, во-первых, такие люди, они митинги или там мероприятия организовывают специально, заявкой подают с нарушениями, чтобы им отклонили. Кто бы ни был, заявку подали, у нас есть определенное место. Хотите, выходите на площадь перед Домом культуры на Зране, у нас место в республике есть определенное. Но до этого будьте добры представить организаторов, кто это будет делать, кто будет совместно с властями города, вместе с органами правопорядка обеспечивать сам порядок на этом митинге. Не просто вы толпу туда позвали, а кто из вас отвечает за последствия, если там что-то случится. Вместе отвечайте за порядок, вместе отвечайте за передвижение автомобилей, за стоянку. Ну, должна же быть какая-то организация, если вы хотите. Берите плакаты и становитесь. Но единственное, следите, что вы там на плакатах пишете. Экстремистское или террористическое, или какие-то там лозунги, если вы пишете. То есть, пожалуйста, выходите, стойте там, сколько вам влезет, и митингуйте против, за. Кто вам мешает-то? У нас тут точно это разрешается. Но тогда надо это делать там, по правилам, по закону, со всеми сроками. Много обращений в колл-центр приходило по поводу отсутствия воды в жаркий сезон в сельском поселении Плиево. Проблема давно известная и наболевшая. В прямой эфир с этим вопросом обратилась жительница республики. Мне бы хотелось узнать, что-нибудь происходит, чтобы эта вода наконец пошла. В течение там буквально недели вам точно доведут график, когда мы в этом году завершим полностью проблему по воде в сельском поселении Плиево. Диалог со всем народом, а значит задать свой вопрос мог любой житель России, вне зависимости от места жительства и возраста. Свой видеовопрос прислал и Хаматханов Мухаммед Али. Здравствуйте, уважаемый Юнусбек Бунгиреевич. Я Хаматханов Мухаммед Али, ученик 1 класса. Скажите, пожалуйста, трудно ли быть нашим президентом? Легко. Очень даже легко. А если честно? Учись хорошо, папу, маму люби, слушайся, не обманывай, все будет хорошо, будешь президентом.
Глава региона раскрыл секрет успеха и вдохновил маленького мальчика на самые первые и главные подвиги в жизни. Помимо политики, социалки и других чаяний, жители республики присылали Юнусбеку Евкурову много вопросов личного характера. Юнусбек Андреевич, вот какое самое ваше большое достижение в жизни, по вашему мнению? Ну, сложно сказать, там нет такого понятия, там, самое большое достижение в жизни, да. Если брать там по работе, это одно, по карьере военной службы, это другое. Ну, наверное, самое главное для любого мужчины достижение, это, я так считаю и уверен в себе в этом вопросе, что я Бенчан Далгештолт не подвел своего отца, не подвел ТЭП, не подвел народ. Ну, как-то там, наверное, самое главное, что я там не подвел отца и оправдал ожидания отца, хотя он меня не видел, может быть, там военным. Ну что ж, я его не опозорил. Вот это, наверное, самое главное, да, для мужчины. В общей сложности на программу поступило более 1000 обращений и звонков. Пик активности жителей, как и ожидалось, пришелся на период прямой трансляции. А завершая диалог с народом, глава региона еще раз подчеркнул, что все вопросы, оставшиеся за кадром, обязательно будут рассмотрены. По каждому обращению будет работать специальная рабочая группа. Зарима Ивлоева, Залина Магушкова, Новости 24.